Добрый день. Сегодня я снова у Регора в гостях, и вот за кружкой чая у нас возник такой вопрос. Справедлива ли белорусская судебная система? Каков суд в Беларуси? Регор, что ты думаешь об этом? Каков суд у нас здесь, в Беларуси? По диктатуре не может быть судов честных, и за много лет меня много раз судили. Вот, хочу вспомнить первый суд. Вот. Я тогда поднял плакат в Барановичах возле елки «Барановичи против повышения цен». Такой же плакат я держал в Минске, за это я не был наказан. А в Барановичах я получил, меня сначала составили протокол, потом задним числом протокол и судили. Дали мне на то время, по-моему, 700 рублей штрафа, 700 тысяч, это давно было. Вот. Хочу сказать, что те, кто должен был предоставить мне адвоката, так как я уже являлся диссидентом, можно так сказать, вот, и оставил свои права, штраф я получил, никто мне его не оплатил, соответственно, я сам его оплатил, потому что думал, что если мне нужно будет выехать со страны, я не смогу выехать. Вот. Адвокат не был предоставлен на суде, практически простые люди, граждане города Барановичи помогали мне, подсказывали, как себя вести и что говорить в суде. Вот. И потом уже, теперь в последние времена, да, предоставляется адвокат, но мы знаем, что адвокат не может ничем помочь на суде, если дело идет против человека, который оставит свои права. Неважно, что он оппозиция, что он просто гражданский активист. Вот. Суды все время засуживали. У нас в одно время была судья, которая только судила оппозицию или диссидентов. Ну, вообще суд как идет? По шаблону, то есть судья уже заранее знает приговор, зачитывает и просто как отстаньте от меня, вот вам идите и платите штраф, да? Или все-таки судья как-то осмысленно думает и принимает решение? Вот что ты думаешь по этому поводу? Вы знаете, судья так внимательно все выслушивает, показывает, что действительно все по закону, вот, а потом, не выходя, достает приговор и зачитывает его, и, соответственно, меня наказывают что на $500, что на больше, вот, что было, то и все время. Вот. Ну, правда, был у меня один суд, на котором действительно в Барановичах я выиграл. Первый раз это, получается, меня обвиняли в радикализме. Вот, и я подал на горисполком в том, что он неправомочно мне не разрешил провести пикет. И этот суд мы выиграли с помощью юриста профсоюза Малей Владимира Владимировича.